Так, Федор Емельяненко против Чейла Соннена. Да, очень много чего было сказано Чейлом Сонненом. Что-то в шутку, что-то нет. И говорил он, что не считает Федора великим бойцом. И также отмечал, да, я понимаю, говорит, что я не тяжеловес. Но почему бы и не попробовать? И в первом бою он доказал, что нельзя его ни в коем случае списывать со счетов. Вот смотрим фрагменты как раз его поединка против Рэмпейджа. Взбешен был Рэмпейдж, очень расстроен. Но Рэмпейдж был еще и медленнее, прилично медленнее Чейла Соннена. Разницы в скорости такой здесь быть не должно. И вот тот самый удар сокрушительный, даже целая нарезка из нокаута в исполнении Федора Емельяненко. На бумаге действительно все более или менее понятно, но кому удастся удивить? Да, фаворит Федор. Но это не значит, что сразу Емельяненко пойдет вперед. Хотя многие в его команде, в том числе, рассчитывают именно на нокаут уже в первом раунде. Да, много рассуждал Соннен накануне этого боя и также сомневался. Но это, кстати, не новая мысль его, да. Говорил, что вот я не считаю, в принципе, профессиональными боями выступления Федора в Прайде, потому что это был чуть ли там не про рестлинг. Я не знаю, что там было, я знаю, что там не было допинг-контроля. Ну и, в общем, все вот такие размышления, которые, наверное, кого-то другого бы могли обидеть. Кого-то другого они могли бы вывести из себя, но только не Федора Емельяненко. Ну и в любом случае мы уже не увидим реванш Федора Емельяненко и Мэтта Митриона в рамках Гран-при. Итак, Чейл Соннен готовится выйти к клетке Беллатора. Now making his way to the cage, the American gangster, Chael Sonnen. Вот он на наших экранах по прозвищу «Американский гангстер». 40-летний боец из Орегона, с детства занимался борьбой, успешно выступал за местный университет. Несколько раз попадал в студенческую сборную США по борьбе. И с 20 лет начал выступать как профессиональный боец смешанного стиля. Правда, в 1997 году он одержал победу над Беном Хейли, после чего вернулся в клетку аж через 5 лет. Успев за это время получить диплом бакалавра социологии и завоевать серебряную медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди студентов. Так что в каком-то смысле он еще и борец-классик. Взявшись за смешанное единоборство всерьез, Соннен за первые 3 года выступлений исколесил все Соединенные Штаты Америки. Набрал солидный послужной список из 22 поединков и был приглашен в UFC, где провел 3 боя. Одолел Тревора Пренгля, проиграл Ренату Собралу и Джереми Хорну и был уволен. В течение следующих 2,5 лет Соннен одержал 7 побед, потом уже вернулся в UFC, и вот тогда наступил его расцвет. Трижды неудачно бился за титул. 2 раза в среднем весе против Андерсона Силвы. И уже на закате карьеры в полутяжелом весе против Джона Джонса. Побеждал Алексея Олейника, Нейта Маркварта, Брайана Стенна, Майкла Биспинга, Маурисио Руа. В общем, очень крутой боец. Ну а сейчас выход Федора. Зал ревет буквально. Set now to make his way to the cage, the last Emperor, Fedor Emelianenko.
Появляется Федор Емельяненко, последний император. Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо. Легенда смешанных единоборств. Человек в течение 10 лет, с 2000 по 2010 год, оставался непобежденным, сражаясь с сильнейшими тяжеловесами планеты. Перечислять побежденных им бойцов можно очень долго, и назовем лишь нескольких. Мирго Крокоп, Антонио Родриго Ногейра, Андрей Орловский, Сэмис Хилл, Кевин Рэндалман, Марк Хант и многие-многие другие. Безусловно, Федор до сих пор один из сильнейших тяжеловесов нашего времени, но помимо этого мы смело можем назвать множество бойцов, которые пришли в этот спорт благодаря его примеру и харизме. А миллионы болельщиков со всего мира полюбили его не за титулы, а за манеру ведения поединков. Он невероятно быстрый и взрывной для тяжеловеса. Его умение выходить из сложнейших ситуаций по ходу боя и одерживать победы над гораздо более крупными соперниками вызывали восхищение у людей, даже не имеющих отношения к смешанным единоборствам. Но сегодня другой случай. В габаритах Федор, наоборот, выигрывает. И, конечно же, характер. Спокойный, открытый и невероятно уверенный в своих силах. Никогда не теряющий самообладание. Подготовка к этому поединку шла в 2 этапа. В Старом Осколе, в Амстердаме, под руководством тренеров Питера Тайсе и Ханса Круса. В Старом Осколе Федору, как обычно, помогали ребята из его команды. А в Амстердаме Емельяненко со многими спарринговал, в том числе и с кикбоксерами. 37 побед, 5 поражений. Один бой признан несостоявшимся. Ждем. Федор Емельяненко против Чейла Соннена. Полуфинал Гран-при тяжеловесов Беллатора. MMA on Paramount Network from NYCB Live. The time has come for the main event of the evening, the conclusion of the semifinal round in the Heavyweight World Grand Prix. Sanctioned tonight by the New York State Athletic Commission and brought to you by Miller Lite. Great taste and only 96 calories. And now, scheduled for 3 5-minute rounds, we introduce the blue corner. At 6'1", weighing in 227 pounds, multiple times the world title challenger, he brings a professional record with 30 victories, 15 defeats, and 1 draw. Hailing from and fighting out of West Lynn, Oregon, introducing Chael, the American Gangster. And across the cage, his adversary fighting out of the red corner. At 6 foot, weighing in 236 pounds. A former champion, an iconic career. Tonight, he stands with 37 professional victories, including 28 finishes, along with 5 defeats. Ladies and gentlemen, introducing the legend from Stadirosko, Russia, the last emperor, in charge of the action, your referee, Dan Miragliotta. All right, gentlemen, center, please. Дэн Мираглиотта приступает к своим обязанностям в качестве рефери в клетке. Напоминает спортсменам о правилах поведения в клетке Беллатора. И все готово. Нет. Все-таки, да, ударили друг друга по рукам. И все готово к началу второго полуфинала Гран-при Беллатор в тяжелой весовой категории. Федор Емельяненко против Чейла Соннена. Прямо сейчас. Так, все готово к началу поединка. Смотрим. Поехали. Сразу пошел вперед Чейл Соннен. Пытается забрать инициативу на старте уже. Федор пытается добить. Да, на насилие оказался Чейл Соннен. Но поднимается. Один удар пропустил. И еще одно попадание. И снова на спине оказывается Чейл Соннен. Показывает левой рукой Федор. Нет, поднимайся. Продолжим в стойке. Да, очень жестко пока что встречает Федор. Пытается Соннен подобраться на ближнюю дистанцию, ворваться в клинч. Вот сейчас из клинча отшвыривает опять от себя Федор Соннена. И в третий раз уже за эти 30 секунд призывает его вставать.
Промахнулся сейчас Федор Емельяненко. И брак, Вращение. блестяще. Занимает доминирующую позицию Федор Емельяненко. Да, застывают спортсмены. Причем изначально движение было у Чела Сонина, но сконтрил уже по ходу Федор. Сейчас из позиции диагонального контроля продолжает свою атаку. Да, фулл-маунт зайти пока не удается, хотя над этим работает Федор. Необходимо освободить ногу. Нет, вырывается и поднимаются спортсмены. И опять идет вперед, на сей раз уже гораздо более привлекательно. Какой вывод из равновесия сделал Федор Емельяненко? Ну просто швыряет пока что Федор Сонина. Есть ощущение, что просто физически гораздо мощнее Федор Емельяненко. Не хватает дистанции Челу Сонину. Руки опущены у Федора. Еще один проход. Здесь удалось забрать спину Челу Сонину. Удается ему закрепиться сейчас за спиной Федора. И как же теряет позицию. Какой удар, добивание от Федора. И это заканчивает. Принимает какие-то кошмарные попадания Чел Сонин, но при этом остается в сознании. Какой бой! Защищается Чел Сонин, прижимается к Федору, пытаясь минимизировать ущерб. Тем не менее, преимущества в борьбе у Сонина нет. Очень тяжело приходится Челу Сонину, но пока что эти попадания чудовищной силой он выдерживает. Необходимо отключать руку, именно поэтому левым коленом все выше и выше работает Федор Емельяненко. Трибуны скандируют Федор. Федор, колено на животе, фулл-маунт зайти не удалось. И еще одна попытка перевести вниз. Не увенчался успехом, половина раунда еще впереди. Вновь стойка. Идет вперед Сонин, пропускает навстречу. Лоу-кик мимо цели. Пытается прессинговать Чел Сонин. С легкостью уходит с линии атаки Федор Емельяненко. Уже устали спортсмены. И попытка прохода в исполнении американца оказывается прижатым. И бросок выполняет Чел Сонин. Диагональный контроль. 3 минуты позади, 2 впереди. Причем перевод получился довольно легко у американца. Но пока ничего страшного. Застыли спортсмены. Фактически Денвер Глёта наблюдает за происходящим, не вмешивается. Зал скандирует USA, USA. Это, кстати, к разговору о том, да, для тех людей, которые считают, что спорт вне политики. Конечно же, это не так. Да, бойцы всегда представляют свою страну. И Федор в интервью не раз это отмечал. Но Чел Сонин очень много пропустил. И сейчас, возможно, пытается восстановиться, отдохнуть тоже. Мы видим, что минимальная совершенно активность со стороны американского бойца. Он сосредоточен на сохранении этой позиции и практически не бьет. Вот сейчас хорошо мастит Федор Емельяненко, выигрывает позицию. Инициативу. Отлично. Гард закрыт по-прежнему. Нет, но по-прежнему без ударов. По корпусу появляется возможность отработать Федора Емельяненко, но он стремится к улучшению позиции, поднимается. Ну, для Федора, наверное, именно он сразу уходит. Взрывная атака в исполнении Федора. Ну, в основном тут мимо цели пришлись эти удары, но Сонин просто спасается от этих попаданий. Еще серию ударов закрывается Чел Сонин. Закрыт полностью Чел Сонин. Денвер Глёта смотрит, пока не вмешивается. 19 секунд уже меньше. Нужно восстанавливать все. Победа! Федор Емельяненко в финале. Браво! Браво, Федор! Блестящая победа в самой концовке первого раунда. Забил буквально внизу Федор Емельяненко Чела Сонина и вышел в финал. Да, это была нелегкая прогулка, совершенно точно. Но Сонин молодец. Сонин молодец. Сколько ударов принял на себя. Мужественно держался, но Федор Емельяненко сегодня доказал, что, в общем, это немножко разный уровень. Сонин, наверное, сделал даже больше, чем, в принципе, от него ожидалось в каком-то смысле. Но в итоге не вытерпел. Все встало на круги своя, и Федор оправдал статус фаворита в этом поединке. Ну что ж, финал теперь Гран-при. Райан Бейдер против Федора Емельяненко.
Тяжелейший бой 26 января Лас-Вегас, простите, Лос-Анджелес. Смотрим еще раз фрагменты этого скоротечного, как ожидалось, поединка. Вот здесь сорвался захват Чела. И сразу же какие же удары обрушивал на него Федор. Да, здесь много ударов было по защите, но в таком темпе их наносил Федор Емельяненко, что у Мерглёты просто не осталось выбора, кроме как остановить эту встречу и зафиксировать победу последнего императора. Пассивная оборона, да, подставил руки Чел Сонен, но он должен был еще что-то делать, да, для того, чтобы выйти из этой позиции. Потому что просто когда человек лежит на настиле, закрыв голову руками, рефери должен бой останавливать. И в данном случае Мерглёта сработал абсолютно профессионально. На ногах сейчас Ройс Грейси, он доволен и радуется тоже победе Федора Емельяненко. Питер Тайсе находится в клетке, поднимает тоже победные руки. Сегодня все получилось. Федор вновь победил. Да, этот турнир проходит на Нассау Колизее. Это арена, которая позиционируется как ветеранская. Кто-то позиционировал этот турнир как ветеранский, но мы видим, что действительно еще есть порох и есть желание соревноваться и конкурировать на самом высоком уровне у этих людей. Ну и напоминаем вам, уважаемые телезрители, подписывайтесь на официальную страницу в Инстаграме, официальную страницу телеканала Матч Боец, Матч Боец Official. Также заходите в нашу группу во ВКонтакте и сможете увидеть анонсы всех соревнований, которые мы показываем. Мы показываем практически все значимые события из мира единоборств. Ну все, теперь можно выдохнуть. И показывают нам финалистов. Да, Райан Бейдер теперь уже знает имя своего соперника. Райана Бейдера придется удивлять. Да, все-таки финал, тоже на этой теме внимание останавливали сегодня, Алексей, да, реванша между Митрионом и Федором, к сожалению, не получится. Много людей в клетке, в том числе, конечно же, и Скотт Кокер. Хотя чемпионский пояс сейчас не вручается. Да, в этом поединке решающее значение сыграла огневая мощь Федора. Все-таки Чел Сонен, несмотря на всю свою стойкость, Ladies and gentlemen, inside, the Bellator cage comes to an end officially. 4 minutes, 46 seconds into round number 1 by TKO. He advances to the finals of the Bellator Heavyweight World Grand Prix, the last Emperor Федор Емельяненко побеждает Чейла Сонена досрочно техническим нокаутом. Наше поздравление. Давайте послушаем, что скажет последний император. I am here with the winner, Fedor Emelianenko. Fedor, you guys came out and started bombing. You hit Chael Sonnen with some big shots, but he kept responding. Were you surprised by him continuing to go after you and push you in this fight? Федор, вы показали беспримерный бой, и вы обрушили ряд ударов, очень сильных на Чейла Сонена. Но были ли вы удивлены, как он противостоял и все-таки пытался вам ответить? Да, Чел очень хорошо работал. Грамотно старался смещаться с линии так. Вот очень, да, молодец, хорошо готовился. Chell worked really very hard, and it shows that he did prepared very well. How tired was he getting from all of that activity and going after Chael and throwing big bombs? Was he getting a little winded in the middle of that round? Насколько измотал вас Чел, насколько вы устали, пытаясь достать Чела своими ударами? Нет, ну, слава богу, все хорошо. Еще можно работать. Thanks God, I'm not tired, and still can be working. I'm sure he watched the fight last night, seeing Ryan Bader advance to the finals along with him now. How does he feel about facing a guy like Ryan Bader?
Вы, наверное, уже слышали или смотрели вчерашний бой, знаете, что Райан Бейдер вышел в финал. Как вы смотрите на то, что вы встретитесь с Райан Бейдером? Очень хороший, серьезный соперник. Я видел его на открытой тренировке. Очень сильный, очень грамотный боец. He is a great and very strong fighter. I did have the opportunity to watch him during the open workout, and I can see that he's very great and very serious opponent. Well, I just want to tell you congratulations on a very impressive win. Congratulations on moving on to the finals of the Bellator Heavyweight Grand Prix and getting a chance at that Bellator Heavyweight title. Ladies and gentlemen, the last emperor, Fedor Emelianenko. Ну что же, Федор в финале, и это главное. И действительно, Райан Бейдер очень опасный, очень сложный оппонент, который стилистически в чем-то похож на Чейла Соннена. Давайте послушаем, что скажет он. Against Fedor. Chael, how are you feeling right now? I know you're disappointed, but how are you feeling? Yeah, he hurt me early. Everything he did hurt. Everything had bad intentions. And I was trying to recover, and I was kind of drowning out there. Он достал меня очень рано, в самом начале боя. Все удары, которые он попал, были очень болезненными. Он очень тяжело бьет. Я пытался восстановиться, но в итоге не удалось. The pressure that you put. Let me ask you about one technique that you tried. You got his back, and you tried to pull him over, and that didn't work for you. Is that what was one of the things that led to you having a problem in the end of this fight? Yeah, I had his chin tucked. I thought I could roll him and maybe go for a rear naked position. My hips were a little too high. I couldn't bear him. I used to do that move in college a lot. But he ducked his shoulder. Those punches hurt. Can you tell that hurts, John? I can tell that hurts. He had some good power. Yeah, I look for him and Bader is going to be a great fight. Well, I'll tell you what, I По want to поводу congratulate ситуации, you on an когда Чейл incredible оказался за спиной performance. Федора, You have но conducted он говорит, что yourself like хотел a взять champion. замок и перевернуть And that is его, what но в you are, итоге Chael Sonnen. не Ladies получилось. and gentlemen, Захват Mr. сорвался. Chael P. Sonnen. Так или иначе, неделю назад был повержен ирландский трэш-токер, а сейчас повержен американский трэш-токер. Fedor, the last emperor, Emelianenko against Ryan Darth Bader. Традиционная процедура face-to-face. Да, Бейдер полутяж и выглядит уже здесь крупнее, чем Федор. January 26th at the Forum in Inglewood, California. Ну да, наверное, сейчас уже на данный момент Райана Бейдера сложно называть полутяжем. Уже такой небольшой, но все же тяжеловес. Изначально Райана Бейдера приписывали сразу к главным фаворитам всего Гран-при. И так он выходит пока. Он уже в финале. Вообще всего было 7 американцев и Федор Емельяненко. Поздравляем Федора еще раз. Смотрим сетку Гран-при. На кону пояс чемпиона Беллатора в тяжелом весе. И все решится 26 января в Лос-Анджелесе.